Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Сегодня у микрофона пресвитер Гродненской церкви «Надежда» Юрий Романчик. Мы поговорим о том, что делает Господь в нас и вокруг нас. Тема «Измененная жизнь». Присоединяйтесь. Начинаю новую жизнь, хватит сердцу бродить в потемках, снова взор направляю ввысь, бросив счастья земного обломки. Начинаю новую жизнь, дух трепещет, поет и ликует, и теперь даже краткий тот миг не отдам я былому разгулу. Начинаю новую жизнь, дух трепещет, поет и ликует, и теперь даже краткий тот миг не отдам я былому разгулу. Начинаю новую жизнь, разорвались греха оковы, в сердце крепко навек сплелись радость, счастье, свобода и слово. Начинаю новую жизнь, я счастливее всех на свете, и напрасно кричат мне: вернись. Я иду к незакатному свету, начинаю новую жизнь, я счастливее всех на свете, и напрасно кричат мне: вернись. Я иду к незакатному свету. Начинаю новую жизнь, дух трепещет, поет и ликует, и теперь даже краткий тот миг не отдам я былому разгулу. Начинаю новую жизнь, я счастливее всех на свете, и напрасно кричат мне: вернись. Я иду к незакатному свету. Мир вам, дорогие радиослушатели! Тема сегодняшней беседы – «Измененная жизнь на практике». В практике первой церкви и в практике нашей жизни. Что особенного происходило в Иерусалимской церкви после того, как она впервые была создана, после того, как люди приняли Слово Божье, присоединились к церкви, что-то изменилось. Изменилась их практическая жизнь. Не только внутренняя перемена произошла, но на практике их жизнь стала совершенно другой.
Когда мы пришли к Богу, те из нас, кто действительно обратился к Нему и пришли в церковь, наша жизнь тоже должна измениться. Посмотрим на ситуацию тогда и ситуацию сегодня и попробуем для себя принять некоторые важные решения по переменам, которые должны происходить в жизни действительно верующего человека. Итак, что особенного происходило в Иерусалимской церкви? Книга «Деяния апостолов», 2 глава, с 41 стиха и ниже мы читаем такое описание этих событий. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Что особенного мы видим здесь? Люди, принявшие Христа и крещение, стали совершенно особенными. Их встречи были ежедневными, частыми и длинными. Совместные приемы пищи, мы видим, были у первой церкви. Они жертвовали много, продавали свои имения, собственность. Все у них было общим. Разделяли это общее они очень справедливо. И они заботились о нужде каждого. Это действительно особенности, которые мы наблюдаем в первой церкви. Принятие Христа и принятие крещения меняет наши взгляды на основные ценности и поменяло взгляды этих людей на основные ценности и также на цели нашей жизни. Как тогда, так и сегодня люди, пришедшие ко Христу, по-новому оценивают людей, время и деньги, и по-новому ими распоряжаются. И нам с вами тоже нужно решить, как мы будем распоряжаться 3 основными Божьими ресурсами — людьми, временем и деньгами, которые мы имеем в нашей жизни по Божьей милости. В этом ключе предлагаю нам сегодня взглянуть на 3 этих темы. Первое — решить, как мы будем вести себя с различными людьми в нашей жизни. Нам нужно решить, с кем и сколько мы будем проводить времени, решить, кто и как будет на нас влиять, и, наконец, решить, на кого и как будем влиять мы. Писание ясно призывает нас проводить больше времени в общении с настоящими христианами. Не забывайте общительности. В послании к евреям такой призыв звучит. Это жертва, благоугодная Богу. Петр пишет об этом в своем первом послании: «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, будьте страннолюбивы друг к другу, служите друг другу». Это важный призыв. В книге «Притчи» мы читаем, что железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Притчи 27:17. Дело в том, что то, с кем мы больше проводим времени, сильно влияет на то, какими мы будем. Стоит искать общение, приглашать в гости, любить, служить и делать добро всем истинно верующим христианам. Проводить действительно больше времени с теми людьми, которые любят Бога, которые готовы жить для Него, которые могут положительно повлиять на нас и стать для нас действительно примером и вдохновением. С другой стороны, нам нужно научиться держаться подальше от тех, кто плохо влияет на нас. Потому что и здесь нас Писание предупреждает, что худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. В послании к Тимофею Павел пишет: «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. Непотребного пустословия удаляйся». Это 2 Тимофею 2:16. И, наконец, о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся, Павел тоже говорит Тимофею: «Таковых удаляйся». Нам стоит держаться подальше от людей, ведущих греховный образ жизни,
от людей, которые псевдохристиане, от пустых, глупых, далеких от истины и искажающих ее людей. Общение с ними не способствует тому, чтобы мы были лучше, но наоборот, разрушительно влияет на нас, как всякие худые сообщества развращают добрые нравы. С другой стороны, это не призыв выйти из мира или перестать общаться с неверующими людьми, не знающими Бога людьми. Но общаться с ними мы должны в определенном ключе. В ключе того, чтобы быть примером для всех, чтобы оказывать хорошее влияние уже на них. Апостол Павел говорит Тимофею, что он должен быть образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Если образец не видно, если его не замечают другие люди, или он образец, скрытый от их глаз, вряд ли мы сможем тогда быть примером. Поэтому, конечно же, общаться с людьми мы должны, но именно в этом ключе, чтобы быть образцом для них. Или, выражая словами Иисуса Христа, «Вы свет мира, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это цитата из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава. Нам нужно быть примером и образцом и для верующих, и для неверующих людей. «Будь образцом для верных», — говорит Павел, и «будь светом перед всеми людьми», — говорит Христос. Нам нужно научиться не прятаться от людей, но оказывать влияние на каждого своим поведением и добрыми делами. Когда ты, общаясь с людьми, думаешь о влиянии, которое ты оказываешь на них, это защищает тебя от того разрушительного влияния, которое они могут оказать на тебя. Итак, первое решение, как мы будем вести себя с разными людьми в нашей жизни, в ключе вот такой измененной жизни Христом, нам нужно сделать несколько выводов здесь. Стоит искать общение, стоит приглашать в гости, любить, служить и делать добро всем истинно верующим христианам. Стоит держаться подальше от ведущих греховный образ жизни людей, от псевдохристиан, от пустых, глупых, далеких от истины и искажающих истину людей. Но с другой стороны, нужно быть примером и образцом и для верующих, и для неверующих людей, не прячась от них, но оказывая влияние на каждого своим поведением и добрыми делами. Второе решение, очень важное, которое нам стоит принять и осознать в своей жизни. Нам нужно решить, на что мы будем тратить данное нам Богом время нашей жизни. Нам нужно помнить, что Бог дает нам жизнь, отмерив ее каждым часом и каждым днем. В псалмах 138-й псалом, 16 стих, и 30-й псалом, 15 и 16 стихи, мы читаем такие слова. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои». Все дни, назначенные нам Богом, в Его руке, и Бог отмерил всю нашу жизнь, ее начало, ее конец, ее продолжительность, ее наполнение. Бог дал нам жизнь, и мы должны помнить это. И поэтому нам важно не тратить свою жизнь напрасно. Нам важно действительно наполнять ее правильными вещами. В книге Екклесиаст, 4 глава, 4 стих, написано следующее, я прочитаю в новом русском переводе. «И увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу». И это тоже суета, это погоня за ветром. Люди тратят свою жизнь напрасно, стремясь к тому, чтобы достигнуть того уровня успеха и благополучия, который видят друг у друга. Зависть является двигателем прогресса, и люди в погоне за этой пустотой, за ветром тратят всю свою жизнь. В той же книге Екклесиаста во 2 главе мы читаем еще одну важную истину. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать другому пред лицом Божьим». И это суета и томление духа. Еще одна причина
по которой люди тратят свою жизнь, или на что они тратят свою жизнь, это они тратят ее на собирание и накопление богатств, которыми никогда не смогут воспользоваться, чтобы отдать доброму пред Божьим лицом. Это опять-таки погоня за ветром и пустота. И в 5 главе книги Екклесиаст мы видим еще одно предостережение. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Действительно, люди выбирают разные занятия в своей жизни, тратя зачастую время абсолютно бесполезно, абсолютно напрасно, гоняясь просто за ветром. Именно поэтому нам важно делать что-то другое, реализовать свое предназначение, познавая Бога и исполняя Его волю. Писание говорит нам о том, что важно научиться счислять так свои дни, чтобы приобрести мудрое сердце. И в той же книге Екклесиаста мы читаем о том, что сущность всего выражена в простой фразе «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И подобную же мысль мы встречаем в Новом Завете, Ефесянам 2:10. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Важно не за пустотой гоняться в нашей жизни, не просто накапливать богатство, не просто достигать того, что уже достигли наши знакомые, соседи, вот завидуя друг другу и просто повторяя друг за другом. Важно избрать более высокие цели для реализации своего предназначения, чтобы познать Бога, чтобы исполнять Его волю, чтобы действительно жить по Его заповедям, делая те добрые дела, которые Бог предназначил нам в жизни делать. И это мудрое исчисление наших дней — это правильное направление нашей жизни. Решение, на что тратить данное нам Богом время нашей жизни, должно быть следующим. Трать свое время на познание Бога, на исполнение Его воли, на добрые дела, предназначенные тебе на твою жизнь, прославляя этим своего Создателя. С другой стороны, не трать время на достижение целей, к которым тебя подталкивает зависть. Не трать время на накопление и собирание богатств, помня, что их все равно никогда не хватит. Всегда будет недостаточно. Итак, правильное решение, на что мы бы тратим свою жизнь, свое время, вот именно такое. Третье решение, не менее важное, решение, как мы будем распоряжаться своими деньгами и имуществом. Поговорим немного о нем. Нам нужно помнить, что все наши деньги, как и наша способность их зарабатывать, они принадлежат Богу. 49-й Псалом мы читаем: «Ибо мои все звери в лесу и скот на 1000 гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». В книге пророка Агея 2:8 мы читаем: «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». И, наконец, в книге Второзакония 8:18 мы читаем еще и такие слова: «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Друзья, вся наша способность зарабатывать, наше здоровье, наши успехи, удачи и неудачи, все наши деньги принадлежат Богу. Именно Он является их истинным владельцем, и Он дает нам возможность распоряжаться какой-то частью из них, кому-то малой, кому-то большей. И нам важно, осознавая это, решиться честно и полностью распоряжаться по воле Божьей этими средствами, финансовыми средствами в нашей жизни. Первое, что это означает давать Богу какую-то долю от всех своих доходов. Писание говорит нам следующее: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете: чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные,
и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Это книга пророка Малахии, 3 глава. И нам важно осознать эту истину, что честность перед Богом в распоряжении финансами начинается с того, чтобы перестать обкрадывать Бога, чтобы какую-то часть от своих доходов, скорее всего, 10-ю часть, именно об этом говорит Священное Писание, мы могли бы отдавать Богу как свое верное служение, как осознание того, что все, что мы имеем, дано нам Богом. Размышляя об этом, хочется обратиться к Новому Завету. Христос говорил об этой теме, и апостол Павел также писал о пожертвованиях. Давайте посмотрим на 2 текста. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих, мы читаем слова Христа. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Христос ясно говорит о том, что несмотря на то, что они дают десятину, они оставили важные вещи. Но это нужно было делать. Десятину нужно было делать. Христос не отменяет этого правила, потому что это действительно правильное распоряжение нашими финансами. Решиться честно и полностью отдавать Богу 10-ю часть от своих доходов очень важно. Апостол Павел говорит об этом так. 2 Коринфянам 9:7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». На самом деле важно состояние нашего сердца. И важно также не оставлять эту ветхозаветную заповедь о десятине, как сказал Христос. Это надо было делать. Но если мы делаем это без доброй охоты, без искреннего расположения, без желания честно и полностью отдавать Богу 10-ю часть от своих доходов, то это просто религиозная формальность, обряд, который не приближает нас к Богу и ничего не меняет. Когда мы смотрим на первую церковь в Иерусалиме, они, конечно же, не десятину отдавали. Они многие продавали и все имение свое приносили к ногам апостолов, чтобы позаботиться о других. Мы можем научиться здесь новозаветнему подходу, чтобы доброохотно давать, может быть, более чем десятину давать на Божье дело, понимая, что все, что мы имеем, мы получаем от Бога. И способность зарабатывать мы тоже получаем от Бога. Итак, важное решение, которого Бог ожидает от нас, как от людей, измененных им, это решение, как мы будем распоряжаться своими деньгами и имуществом. Важно помнить, что все наши деньги, как и наша способность их зарабатывать, принадлежат Богу. И поэтому нужно решиться честно и полностью отдавать Богу 10-ю часть от всех своих доходов. Решиться делать это искренне, решиться делать это доброохотно. Итак, измененная жизнь на практике, в практике первой церкви и в практике нашей жизни сегодня. Нам нужно, чтобы принятие Христа и принятие крещения действительно поменяло наши взгляды на основные ценности и цели нашей жизни, как поменяло оно взгляды людей того времени. И благодаря этому мы сможем принять эти важные решения, по-новому ценить время, по-новому ценить людей, по-новому ценить деньги и по-новому ими распоряжаться. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, действительно ценить людей, время и деньги для Божьей славы и жить для Него. Пред Тобою стою, Христос, не свожу благодарных глаз, ведь от жизни полной слез Ты меня своей смертью спас, избавив от многих бед. Ты помог мир в себе найти, научи меня видеть свет, к небесам с надеждой идти. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже,
Боже мой, дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет. Среди тысячи дорог дай мне путь Твой отыскать, чтоб в огне своих тревог о Тебе не забывать, чтоб с надеждою идти и не помнить про свой страх. Ты меня вперед веди и храни в своих руках. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой, дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет. Твоей я склоняюсь, Боже мой, в веренице шумных дней щедро даришь Ты покой. Ты привел меня в новый мир, и молю Тебя я вновь, помоги быть в руках Твоих и свою сохранить любовь. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой, дай свой свет, без Твоей любви в сердце мира нет. Бог продолжает менять жизни. Для меня это самое великое чудо. Но что объединяет изменившихся людей? Духовная пища. Библия – это хлеб жизни. В ней не только все лекарства для души и тела, но и правила поведения. Духовное должно определять материальное, а не наоборот. Какое всеобщее благословение обещано в книге книг? Изменения. Изменяются люди, изменяется отношение ко времени, изменяется отношение к деньгам. Человек может стать светом, который увидит каждый. Время может стать самым большим капиталом ради Христа и Евангелия. Деньги могут принести вечные дивиденды, так как все материальное принадлежит Богу. Давайте оценим себя, свое отношение к времени и финансам с библейской точки зрения. Видите ли вы Божью работу в своей жизни? Замечаете ли отпечатки Божьих пальцев на вашем сердце? Думали, если Бог изменил эти сферы, то что Он может изменить еще? На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Юрий Романчик. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224-020, город Брест 20, Беларусь. До следующих встреч и Божьих вам благословений!
Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами. К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы поговорим на довольно серьезную тему – о соблазнах. Эта тема не принадлежит к числу вдохновляющих. Соблазны – вещь неприятная. Но говорить о них надо. От того, что мы молчим, соблазны не исчезают, а скорее наоборот разрастаются и приносят громадный вред душам людей. Вот несколько фрагментов из писем. Мы приводим эти отрывки не потому, что разделяем высказанные мнения, но они открывают проблемы, которые существуют рядом с нами. В письме, которое пришло из России, написано: «Как много плотских христиан в церквах, и какой губительной помехой они служат в этом мире. Люди, ищущие правильную церковь, не могут найти ее только из-за того, что она превратилась в мир, а то и хуже. Я долгое время не могла присоединиться к церкви, потому что увидела там жестокость». Автор следующего письма живет в Украине. Вот что он пишет. «Уже 2 месяца я болею. Дала знать, что я инвалид 2 группы, а также соблазны в нашей церкви. Меня Господь призвал 3 года назад. Пусть не будет это судом, потому что кто судит, того и Господь будет судить. Но поймите меня правильно. Того, что я пережил в царстве сатаны, лучше не вспоминать. Как я был рад, что стал на путь правды. Но в церкви я увидел много проблем». Горько читать такие строки. Тем более, что в нашей почте они, как правило, редкое исключение. Больше слушатели пишут о добром, что получают в церкви, об общении с братьями и сестрами. И все же проблема соблазнов существует. О пагубных следствиях этой опасной духовной болезни предупреждали древние пророки, а также и Иисус Христос. Тьма существует только до появления света. Поэтому предоставим сегодня свету Божьего Слова осветить нашу жизнь и наше хождение перед Господом. На свете без Бога, в нем жизни не меркнущий свет. Одна есть к вершине дорога, найти ее нужно тебе. Когда увлекают соблазны и манят чужие огни, мой друг, от греха и обмана ты сердце свое сохрани. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. Богатство и слава, как прежде, пленяют и губят людей. Сокровища чистого сердца ни с чем не сравнится, поверь. Оно зла другим не желает, не чувствует горьких обид, упавшего не осуждает, всегда от падений хранит. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных
страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. На пыльных житейских дорогах, заветной стремясь к высоте, ты сможешь лишь с помощью Бога себя сохранить в чистоте. И счастье лучами рассвета наполнит сердечный твой дом. Открытое чистое небо увидишь сейчас и потом. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. Я искренне это желаю тебе. Напомню, что сегодня мы будем говорить о соблазнах. Но прежде чем говорить что-либо о соблазнах, нам следует выяснить, что вообще обозначает это слово. Словарь Даля дает такое определение соблазнам. Соблазн – это то, что соблазняет, повод к греху, прелесть, искушение, предмет вожделения. Соблазнять, объясняет Владимир Даль, это склонять к чему-то приманкой, смущать, вовлекать, подущать, заманивать, подавать случай или повод к греховному падению, возбуждать поползновение или вожделение, совращать, вводить кого-то в соблазн, искушение, искушать, прельщать. Как видите, определение довольно обширное. Суммировать его можно короткой фразой. Соблазн – это слово или действие, дающее повод к греху, вовлекающее в грех и препятствующее кому-то прийти к Богу. В Библии достаточно много сказано о соблазнах. Эта проблема в Слове Божьем представлена с двух сторон. Писание говорит о тех, через кого соблазны приходят, а также и к тем, кто подвергается действию соблазнов. Соблазны – очень древняя духовная болезнь. Она существует столько же, сколько существует грех. Соблазны можно назвать рекламой греха, а соблазнителей – рекламными агентами преисподней. Отцом соблазнов является дьявол. В свое время он соблазнил, то есть спровоцировал к непослушанию Богу некоторое число ангелов. Позже он подошел в Едемском саду к первой женщине с целью соблазнить ее, ввести в грех. Это ему, к сожалению, удалось. И до сегодняшнего дня дьявол, используя соблазны, успешно наполняет ад обитателями. Дьявол никогда не открывает людям истинную суть и трагические последствия греха. Он использует максимум изобретательности, чтобы придать греху наиболее привлекательную форму. Он похож на опытного рыбака, который предлагает рыбкам самые красивые и вкусные приманки. Правда, внутрь он прячет крепкий острый крючок. На крючок греха дьявол ловит легкомысленных людей. У дьявола 3 основные категории соблазнов, рассчитанные на похоть плоти, на похоть очей и на гордость житейскую. Но комбинаций он использует очень много. Одним предлагает самые различные удовольствия, другим – власть, третьим – славу, а четвертым – еще что-то. Но суть одна – ввести человека через это в грех. Штат сотрудников у дьявола огромный. На соблазны работает практически вся индустрия развлечений. Громадные промышленные предприятия, дизайнерские студии и многое-многое другое. Весь мир дьявол опутал своими сетями, вылавливая бесценные души. Поэтому хочется еще и еще раз предупредить: не заигрывайте с грехом. Помните, что плата за греховное удовольствие слишком велика.
Не надейтесь на свои силы, что сможете вовремя остановиться и не перешагнуть через грань греховного действия. Если вы даете место греху внутри себя, в мыслях и чувствах, он как червь источит вас. Грехом являются не только дела, но также мысли и желания. Убегайте чем подальше от соблазнов, которые предлагает дьявол. Нет ничего удивительного, что в мире так много соблазнов. Мир находится во тьме. Тревожит другое, что соблазны проникают в царство света, в среду христиан. И Слово Божье, когда говорит о соблазнах, обращается главным образом к Божьему народу. В чем же проявляются соблазны? Я напомню основную характеристику соблазнов. Это слова или какое-либо действие, которое вовлекают человека в грех или мешают человеку прийти и иметь общение с Господом. Соблазны могут проявляться в различных видах. Мы сегодня рассмотрим только некоторые из них. Первый, наиболее распространенный вид соблазнов – это неправильное, недостойное поведение. Это поистине бич христианства. Мохандас Ганди, известный индийский гуманист, как-то сказал: «Я давно бы стал христианином, если бы видел христиан, живущих по-христиански». Мохандас в молодости учился в Южной Африке. Это было во времена апартеида. В те времена были отдельные вагоны для черных и для белых. А Мохандас был индусом, темным, но не черным, и поэтому он сел в вагон для белых. Его грубо вышвырнули оттуда. Однажды мне пришлось ехать в автобусе, и я слышала разговор двух мужчин об одном верующем человеке, которого я тоже знала. Эти люди вспоминали различные факты его недостойного поведения. Один из них сказал: «Нет, я в церковь никогда не пойду, потому что там такие люди». То, о чем они говорили, произошло больше 10 лет назад. Возможно, христианин, о котором они говорили, уже покаялся в своем недостойном поведении. По крайней мере, я знаю, что он прошел через тяжелые потрясения. Но вот соблазн, препятствия людям прийти ко Христу остались. Сатана использовал жизнь этого человека как шлагбаум, перекрывший некоторым людям вход в небесное царство. Христос сказал, что мы являемся светом миру. Через нас Бог освещает тьму этого мира. Но также Иисус предупредил: смотри, свет, который в тебе, не является ли тьмой? Наибольший вред делу Божьему причиняют люди, которые называются христианами, но в жизни таковыми не являются. Люди через них получают превратное представление о свете. Следует заметить и такую деталь. Соблазны не всегда бывают преднамеренным действием. Не всегда человек специально совершает какой-либо поступок, чтобы ввести другого человека в грех. Часто верующие не думают кого-то соблазнить, а соблазняют. Вот приведу 2 варианта из многих. Например, девушка-христианка одевается в слишком откровенную, вызывающую одежду. Мужчины на улице поворачивают головы и смотрят ей вслед. Скорее всего, эта девушка не думает о том, что дьявол будет использовать ее для разжигания похоти, что она выступит в роли его рекламного агента. Ей просто не хочется отстать от моды, от подруг, обратить на себя внимание и так далее. Я предвижу возражение, что и скромно одетая девушка также может вызывать в ком-то не те чувства. Но я не стал бы сравнивать эти ситуации. В первом случае христианка дала повод, то есть инициатива, побуждение, ведущие к греху, исходили от нее. Или другой пример. Через открытые окна из дома доносятся возбужденные голоса, крики, шум. В семье происходит очередное выяснение отношений. Соседи слушают и говорят: лучше быть просто нормальными людьми, чем такими христианами. В этом случае верующие люди также не хотели воспрепятствовать своим соседям прийти к Богу. Может быть, они даже им свидетельствуют о Боге, молятся о них. Но их поведение отвращает людей от веры. Это только 2 примера. На самом деле соблазнов гораздо больше.
но суть их всегда одна. Верующий человек в чем-то нарушает евангельское учение, и это является преткновением для других людей. Существует и другая категория соблазнов – неправильное учение. Горе тому, кто сознательно искажает учение Библии и учит этому других. Иисус сказал: «Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Особенную актуальность эта проблема приобрела в век интернета. Сегодня интернетом пользуются и молодые, и старые. Причем смотрят и слушают все подряд. И, что замечено, количество просмотров сайтов, страниц и публикаций сомнительного содержания гораздо выше, чем тех, которые предлагают здравое учение. Как написал апостол Павел, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». На эту тему есть и более строгие предупреждения. Библия очень строго говорит в отношении лжеучителей. Апостол Петр во втором послании пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Соблазн неправильным учением не менее страшен, чем соблазн недостойным поведением. В Откровении упоминаются некоторые древние ереси, например, учение николаитов. Говоря современным языком, это учение о вседозволенности, и близкие к нему по духу учения Изавели и Валаама. Господь очень резко осудил эти учения. «Я их ненавижу». В посланиях апостола Павла очень много сказано о законничестве, то есть о формальном христианстве. Нередкие соблазны на почве чрезмерной святости, когда люди пытаются сделать себя более святыми, чем Бог делает их. Эти и многие другие ереси пережили века. Они видоизменяются, приспосабливаясь к новым условиям, но не теряют своей разрушительной сущности. Поэтому апостол Павел пишет в 16 главе послания к римлянам: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Держитесь образца здравого учения». А теперь мы посмотрим немного дальше, на следствие соблазнов. Что является результатом соблазнов? Первым следствием соблазна можно назвать разрыв отношений с Богом. В 14 главе книги пророка Иезекииля рассказывается, что к пророку пришли узнать волю Божью некоторые члены израильского правительства, но Бог отказался с ними разговаривать. Эти люди допустили идолов в свое сердце и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Во-вторых, соблазны препятствуют спасению людей. В книге пророка Малахии написано: «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф». Третье. Производящие соблазны будут строго осуждены Богом. Господь сказал: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Христос не призвал расправляться с соблазнителями, но указал на огромную ответственность, которую влекут за собой соблазны. Христос сказал, что лучше человеку было бы раньше времени умереть, чем погубить чью-то душу. Бог очень строго спросит с таких людей. «Истреблю соблазны вместе с нечестивыми, говорит Господь», записано в книге пророка Софонии. В Евангелии от Матфея написано: «Пошлет Сын Человеческий
ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Пусть Господь сохранит нас от соблазнов. Но как быть людям, которые в свое время послужили кому-то соблазном? Они теперь глубоко сожалеют об этом. Можно ли что-то исправить? Во-первых, необходимо искреннее исповедание своих грехов перед Богом. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если имеете возможность, то постарайтесь извиниться перед человеком, которого соблазнили. Объясните ему действительное положение вещей. Но есть много в прошлом ситуаций, которые мы исправить не в силах. Именно о таких случаях говорится в молитве «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это наши долги, которые мы ни возместить, ни загладить, ни исправить не можем. Поэтому, уповая на милость Божью, будем прощать людям согрешения их. А теперь несколько советов, как нам противостоять соблазнам. Иисус Христос предложил радикальные меры. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Конечно, не следует понимать эти слова как прямое повеление. Христос здесь говорит о решительном отказе от греховных желаний. Последствия соблазнов настолько ужасны, что для человека лучше было бы остаться калекой, нежели соблазниться или соблазнить кого-либо. Но отсекать мы должны не руки или ноги, а свои порочные склонности. Мы должны понимать, что благодаря жертве Иисуса Христа грех потерял над нами силу. Мы больше не в его власти, и владеть нами грех может только в той мере, в которой мы ему позволяем. Поэтому нам необходимо решительное отвержение греха. Проверим свои сердца, не осталось ли там грехов, которые относятся к категории любимых, которые мы скрыли в глубине сердца и тайно лелеем их. В первом послании Иоанна написано: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Если нас наполняет свет Божьей любви, мы никогда никому не послужим соблазном. И еще один совет. Смотрите не на людей, смотрите на Христа. Если вы будете искать опоры в людях, обязательно соблазнитесь. В мире нет совершенных людей. Вы не раз ошибались. Также и другие люди согрешают и падают. Смотрите на Христа. Он истинный свет. В нем нет неправды. Имейте тесное общение с Иисусом, и Он даст вам силы устоять против соблазнов и помочь тем, кто споткнулся. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса держись.
простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы куда-то навек унестись, где живется приятно, легко и просто. Но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, я плачу ночами: о счастье, вернись. И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя в грехах обвиняю, только голос твердит: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы ты на пути не споткнулся ни разу, я тебе говорю: Иисуса, держись. Свое сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Дорогие слушатели, рад приветствовать вас на волне программы «Слово на сегодня». В наших передачах вы можете услышать о Боге, о вере в Него, о новой жизни в Иисусе Христе. А сегодня мы поговорим о выборе, о двух путях жизни и о последствиях выбора. Мы обратимся ко 2 главе послания к Ефесянам, которая говорит о двух путях жизни и таких разных результатах выбора. Главное, на что нужно обратить внимание, это то, что имеется только две возможности продолжения жизни человека – небеса или ад. Третьего не дано. Либо вечно с Богом, благодаря спасению через Иисуса Христа, либо в вечном отделении от Бога. Неважно, к какой расе принадлежит человек, в какой стране он живет, сколько ему лет и кем он работает. Каждый человек входит в одну из этих двух категорий. И все зависит от того, кто для вас Иисус Христос. Давайте прочитаем первые 10 стихов главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами, то есть детьми гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Глава начинается с обзора жизни читателей послания до того, как они стали верующими. Они были духовно мертвыми, потому что не имели Христа. И Он оживил вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. Для преступления Павел употребляет греческое слово «параптома». Буквальный смысл этого слова – падение, скольжение. Оно применимо к человеку, потерявшему дорогу и уходящему с истинного пути. Преступить значит пойти по неправильному пути, хотя у вас были возможности пойти по правильному. Это значит не следовать истине, которую мы должны бы знать. Такими они были. Жизнь писателя Оскара Уайльда – одна из трагедий XIX века. Он обладал блестящим умом и был удостоен высочайших академических почестей, был талантливым писателем и завоевал высочайшие литературные премии. Он был обаятельным и в душе своей любезным человеком. И все же поддался соблазну, попал в тюрьму, и его постигло бесчестие. Страдая от своего падения, он написал книгу «Из бездны», в которой писал: «Боги дали мне почти все, но я позволил увлечь себя надолго в неразумную свободу и плотские удовольствия. Устав в высшем обществе, я намеренно опустился на дно жизни в поисках новых ощущений. То, что казалось мне противоречивым в умственной сфере, стало противоестественным в сфере вожделений. Я становился безразличным к жизни других людей, брал наслаждение везде, где мне заблагорассудилось, и шел все дальше. Я забыл о том, что каждое маленькое действие облагораживает или разрушает характер, что человек должен будет однажды во всеуслышание объявить то, что он когда-то сделал скрытно. Все закончилось ужасным бесчестием для меня. Это жизнь человека без Бога. Такими были и ефесяне. А сейчас сравните то, кем они были, с тем, кем они стали. Они были духовно мертвыми.
У них не было никакого духовного понимания. Их не интересовало Слово Божье или Церковь. Они были непокорны. Они особенно не заботились, как проживут свою жизнь, будет ли она угодна Богу или нет. Они были слугами сатаны. Конечно, они стали бы это отрицать. Возможно, они даже отрицали бы само существование сатаны. Это один из классических трюков дьявола. Если он добьется того, что кто-то поверит, что сатаны нет, он уже имеет этого человека в своей власти. В стихе 3 Павел употребляет местоимение «вы», показывая, что он и его читатели были такими же сбившимися с пути людьми до своего обращения. Мы все были по природе чадами гнева, под гневом Божьим. Вы знаете, некоторые люди, даже среди тех, которые приходят в церковь, не любят говорить о гневе Божьем. Эти люди заблуждаются, потому что Слово Божие ясно говорит об этом. Бог – это не престарелый дедушка на небе, который в конце концов решит: «Я думаю, я спасу всех людей. Я просто шутил, когда требовал веру в моего сына». Это неверно. Бог праведен, и Он непременно накажет грех. И существует ад для грешников. И наступит день суда, и Его гнев обрушится на тех, которые отвергли подарок, который Он с такой любовью предлагал им. Те, которые отказались от этого дара, будут испытывать проклятие и вечное осуждение. Эта глава – это текст, в котором этот принцип показан очень ясно. Но в стихах 4 и 5 Павел переключается на другую тему. Бог, богатый милостью. Здесь он говорит об обращении. Вначале они были мертвыми без Христа. Теперь они живы во Христе. Были погибшими. Теперь спасены. Тогда они были непокорными, а теперь Христос их Господин. В стихе 7 написано, что теперь они возлюблены Богом и будут наслаждаться преизобильным богатством благодати Его. Ибо благодатью вы спасены через веру. Это спасение не результат ваших собственных усилий. Это Божий дар, чтобы никто не мог хвалиться. Бог нас сделал такими, и Он приготовил нас к совершению добрых дел. Ведь даже то доброе, что мы делаем, все равно исходит от Бога. Бог работает в нашей жизни, и Его Дух Святой живет в нас. В стихах 11 и 12 Павел вновь возвращается к описанию прежнего состояния своих читателей. Они были отделены от Христа и не имели надежды. Вы знаете, что каждому человеку нужна надежда. Говорят, что человек может 3 дня прожить без воды и примерно 30 дней без пищи. Но вы не можете прожить долго без надежды. Спросите об этом у любого врача, и он подтвердит вам, что пациенты, живущие надеждой, имеют лучшие шансы на выздоровление. К сожалению, современный мир болен безнадежностью, потому что он не знает и не принимает Иисуса Христа. Еще раз в стихе 13 Павел ободряет Ефесян. «Теперь вы можете иметь надежду, потому что вы приблизились к Богу благодаря жертвенной крови Христа. Взаимоотношения с Богом Отцом восстановлены, и разделяющая преграда враждебности удалена, как написано в стихе 14. Теперь они имеют мир с Богом. Они – новый народ, новое творение. Желаю, чтобы Бог работал над вашим сердцем, и чтобы вы откликнулись на Его призыв. Он хочет преобразовать вас в новую личность и дать вам надежду. Подобно тому, как Он вновь создал Ефесян. Бог желает благословить вашу жизнь через Сына Своего Иисуса Христа, и это благословение доступно каждому человеку без исключения. Каждый человек, который слышит звуки этой программы, должен знать, что всемогущий Бог предлагает ему бесценный дар. Он протягивает вам спасение в Своем Сыне Иисусе Христе, чтобы вы получили прощение, надежду и вечность с Богом. Нет больше вражды, потому что мы были прощены во Христе. Теперь мы имеем мир и можем войти в присутствие Небесного Отца. Благодаря праведности Христа мы святые и являемся членами семьи Божьей. Иисус Христос – наш краеугольный камень, основание, фундамент. Всемогущий Бог приглашает вас сегодня. В мире существует лишь 2 группы людей. Те, которые отвергают Христа, и те, которые верят в Него. Поверьте в Него как вашего Господа и Спасителя. Ваша жизнь изменится и обновится. Вы познаете мир и прощение, и, наконец, вечное спасение в небесах с Христом. Да благословит вас Бог.
этом мире есть два лишь пути, но проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом. 10 дев вместе были они, вместе пели и вместе молились, но прошли благодатные дни, и 5 тех неразумных открылись. Но прошли благодатные дни, и 5 тех неразумных открылись. Надо масло идти покупать, время позднее, полночь глухая, и пришед стали в двери стучать, но услышали, я вас не знаю. И пришед стали в двери стучать, но услышали, я вас не знаю. Ужасно, душа, содрогнись, ни мгновения, минут не теряя, на колени скорей и молись, пред Иисусом себя повергая. На колени скорей и молись, пред Иисусом себя повергая. Навсегда, ты ведь скоро пред Богом предстанешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Рада приветствовать всех, кто остается на нашей волне. С вами ведущая Елена Делюк. И я продолжаю рассказ о жене декабриста Сергея Трубецкого. Романтичная героиня нашего повествования, княгиня Екатерина Трубецкая, известна тем, что в одночасье сменила жизнь светской дамы на участь жены каторжника. В тяжелейших условиях она и ее супруг доказали, что счастье возможно, если ты следуешь зову сердца по пути утверждения христианских ценностей. И если человек несет в себе большую любовь, эта любовь окрыляет, и все жизненные испытания переносятся с большей легкостью, поскольку человек несет в себе великий свет. Это слова Антония Сурожского. А жизнь княгини Екатерины Трубецкой – это подтверждение этих слов. Прочитав письмо от мужа, свой ответ Екатерина Ивановна направила уже в Петропавловскую крепость. «Я, право, чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобою вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать — тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе. И чувствую, ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою». Очевидно, что свои решения Екатерина Ивановна принимала не поспешно и не сгоряча. Родители просили ее остаться, убеждая, что из столицы она сможет больше помочь мужу, хлопоча здесь о помиловании и направляя ему на каторгу щедрую финансовую и иную материальную помощь. Одуматься ее призывал и сам император Николай I. На монаршей аудиенции княгиня была неумолима. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Император обрисовал безрадостную картину будущего. Она лишится всех дворянских привилегий, не сможет напрямую передавать мужу вещи и деньги, дети родятся крестьянами, и она не сможет вернуться назад. Княгиня выразила твердое желание принять любые условия. Царь выдал разрешение, но распростился с Трубецкой в разочаровании и страшном гневе. 27 июля 1826 года Екатерина Ивановна направилась в тяжелое путешествие, 6 недель без остановки пытаясь догнать мужа, ушедшего по этапу 4 днями раньше. Но словно невидимая рука удерживал любящих супругов друг от друга. На всем пути следования высокопоставленные царские чиновники отговаривали княгиню от ужасной затеи, самыми страшными красками живописуя ожидающее ее каторжное существование. Не позволяя себе передышки, в пути заболела. Но уже в середине сентября была в Иркутске, оставив за спиной прежнюю жизнь и 1000 верст пути. Первое свидание состоялось в пересыльной тюрьме.
Увидев жену, Трубецкой бросился к ней, гремя кандалами и не скрывая слез счастья. Последовали долгие мытарства по рудникам. Екатерина Ивановна неотступно следовала за мужем, почти не имея возможности с ним общаться. В столице подготовили и прислали на каторгу специальное правило для жен декабристов. Редкие встречи только по расписанию, все передачи только через руководство каторги, уязвления в правах и прочие строгие требования. Но следом за Трубецкой в Сибирь приехали еще 10 жен участников мятежа. Это была моральная победа над режимом. Самой тяжелой была первая зима на каторге. Трубецкая, стремясь помочь мужу и другим каторжникам, отдала им все теплые вещи и сама обморозила ноги. Летом стало чуть легче, щедрая природа радовала узников яркими красками. Во время краткой ежедневной прогулки Трубецкой в кандалах и под присмотром часового собирал и оставлял букетики для Екатерины, которая шла следом. Каторжникам запрещали любые прямые контакты с внешним миром. Потом последовал Читинский острог, тюрьма Петровских заводов, поселение в Ойке и, наконец, Иркутск. В 1828 году с Трубецкого и других каторжников сняли кандалы. Еще через год разрешили видеться с женой у нее на квартире, куда Сергея Петровича сопровождал конвой. Удивительно, но неспособная родить в благополучных условиях прежней жизни, Трубецкая в Сибири вдруг забеременела и родила в 1830 году. Дочь Анна стала первой из 9 детей Трубецких. Одна малышка умерла сразу после рождения. Из 9 детей выжили 4, 3 дочери и сын. Они стали высокообразованными и уважаемыми людьми. Во время каторги дом Трубецких в Иркутске был одним из тех центров культуры, где их измученные соратники могли найти утешение в дружеском общении, попробовать домашней пищи. При этом многие из них с юмором вспоминали, что готовила Трубецкая не очень, но умела сдобрить нехитрую снеть дружеским расположением и беседой. После того, как муж отбыл каторгу, Екатерина Ивановна еще дважды обращалась к царю. Просила разрешения поселиться с мужем и детьми в одном из западносибирских городов – Красноярске или Тобольске. Но царь отказал. Не разрешил он и посетить Петербург для прощания с умершим отцом. Поступком Трубецкой восхищались современники. Она стала главной героиней поэмы «Русские женщины» Некрасова. Письмами Трубецкой к матери и сестре зачитывался в слезах весь Петербург. Их переписывали и передавали друг другу. Польский писатель Словацкий посвятил ей роман «Ангелли», переведенный на французский и изданный в Париже в 1833 году. В наделавшей шуму в Европе книге «Николаевская Россия» путешественник и литератор маркиз Кюстин привел отрывок из письма Екатерины Трубецкой Николаю I, в котором она призналась, что очень несчастна, но если бы пришлось пережить то же самое, она бы повторила все свои поступки. Умерла Екатерина Ивановна Трубецкая от туберкулеза, а по другим сведениям от рака 14 октября 1854 года, проведя с мужем на каторге и в ссылке 18 лет. Похоронена вместе с 3 детьми возле Знаменской церкви в Иркутске. Сергей Трубецкой в 1856 году был амнистирован и вернулся в Киев, где прожил несколько лет. Умер 22 ноября 1860 года на руках сына Ивана в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Спустя годы история этой супружеской пары остается примером самоотверженной любви и верности, стойкости и мужества. К образу Трубецкой не раз еще обращались писатели. В 1975 году, к 150-летию восстания на Сенатской площади, на экраны вышел кинофильм «Звезда пленительного счастья», посвященный главным образом подвигу жен декабристов. В одной из песен, исполняемых в этой киноленте, звучат слова: «Не обещайте деве юной любовью вечной на земле». История княгини Екатерины Трубецкой, урожденной Катрин Лаваль, показала, на что способны юные девы, чьи сердца движимы любовью и преданностью. Любовь владеет миром, красиво и уверенно, и звуки светлой лиры ей на века отмерены. Любовь владеет миром, как в юности, как прежде. Мы верим в сказки Грина, в объятиях надежды. Любовь, любовь владеет миром, правдивая и верная, порою, как задира, толкает вдаль безмерную. Любовь владеет миром, прекрасная и чистая, вдруг станет злым сатиром от ревности неистовой. Любовь владеет миром, святая, многоликая, достойнее кумира нет в жизни сей великой. Любовь, любовь владеет миром, правдивая и верная, порою, как задира, толкает вдаль безмерную. Любовь, любовь владеет миром, правдивая и верная, порою, как задира, толкает вдаль безмерную. Толкает даль безмерную. Программа подготовлена по материалам женского христианского журнала «Надежда для тебя». Будем ждать ваших отзывов по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. Вы можете слушать наши программы и в интернете на сайте twr.fm и на ютубе ТВР Беларусь. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам Божьих благословений.
Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вами ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы – справядлівы. Кожны вернік на працягу свайго жыцця спазнае Бога. Адзін пастар царквы мне неяк прызнаўся, што калі рыхтаваў пропаведзі пра якасці Господа, змяніўся. Ён спадзяецца, што яго слова аказала ўплыў і на царкву. У вядомага прапаведніка Луі Гігліо ёсць цыкл пропаведзяў пад назвай «Неапісальны Бог». Відэа даступныя ў інтэрнэце. Паглядзіце. Аўтар захапляецца Господам, сляды велічы якога можна знайсці ў сусвеце. Наша сённяшняя тэма – гэта сціплая спроба успомніць адно з якасцяў Бога. У яго няма ўзірання на аблічча ў адносінах з чалавекам, у судзе. Чаму важна прыгадваць гэта? Мы іншыя. Не так даўно мы з жонкай наведалі адну царкву. Нас накармілі, знайшлі начлег, клапоціліся пра патрэбы, а мы знайшлі недахопы. У сярэдзіне майго сэрца прагучаў голас: «Сергей, няхай не ўсе твае чаканні апраўдаліся, але ты атрымаў значна больш, чым мог атрымаць». Для мяне гэта быў чарговы урок, бо лепш за ўсё ў нас атрымліваецца заўважаць у іншых тое, што мы прабачаем сабе. Адгэтуль крытыка, незадаволенасць, асуджэнне. Гэтаму ёсць нямала прыкладаў вакол нас. Пра гэта шмат напісана ў Бібліі. Цар Давід выносіць смяротны прысуд умоўнаму злачынцу за крадзеж авечкі, але забывае пра крадзеж чужой жонкі і забойства свайго лепшага ваяра. Ісус Хрыстос абвінавачваў фарысеяў у тым, што яны працэжвалі напоі, каб не трапіўся камар, страха паганіцца, але сваімі справамі з'ядалі вярблюда. У нагорнай пропаведзі мы чуем папрокі ў свой адрас. Бачыце сучок у вачах бліжняга, а ў вас бервяно. Так, Біблія – гэта кніга пра нас. Біблейскія героі – гэта мы. Мы як быццам сядзім у крэсле суддзі, а наш бліжні ў клетцы і наручніках. Мы багасловы і чалавекасловы. Больш гаворым пра Бога і менш з Богам. Больш гаворым пра людзей і менш з людзьмі. Апостал Павел перакананы і не хавае гэтага, што судзіць іншых, але пры гэтым дзейнічаць падобным чынам падвойная крывадушнасць. Як жа Бог адрозніваецца ад нас? Давайте прачытаем пасланне да рымлянаў, 2 раздзел з 5 па 11 вершы. Дзеля гэтага няма апраўдання табе кожны чалавек, які судзіш. Бо ў чым ты судзіш іншага, асуджаеш сябе, бо робіш тое самае судзячы. А мы ведаем, што суд Божы ёсць паводле праўды адносна тых, што гэткае ўчыняюць. Няўжо ж ты думаеш, чалавек, які судзіш тых, што гэткае ўчыняюць, і сам робіш тое самае, што ўцячэш ад суду Божага? Або багаццем ласкавасці ягонай цярплівасці і доўгацярплівасці пагарджаеш, не ведаючы, што добрасць Божая вядзе цябе да навяртання. Але праз упартасць тваю і ненавернутае сэрца ты збіраеш сабе гнеў на дзень гневу і адкрыцця праведнага суду Божага, які аддасць кожнаму паводле ўчынкам ягоных. Тым, якія цярплівасцю ў добрай справе шукаюць славы, пашаны і незнішчальнасці, жыццё вечнае, а тым, што спрачаюцца і не скараюцца праўдзе, але пакараюцца няправеднасці, ярасць і гнеў. Прыгнёт і ўціск кожнай душы чалавека, які робіць ліхое, перш юдэя і грэка. Слава і пашана і супакой усякаму, хто робіць добрае, перш юдэю і грэку. Бо няма ў Бога узірання на аблічча. Павел у гэтых вершах агучвае 3 ісціны. Першае. Божы суд непазбежны. Другое. Божы суд праведны. Трэцяе. Божы суд справядлівы.
Божы суд непазбежны. Хтосьці дакладна заўважыў, паміж тым, хто ты ёсць, і тым, кім ты жадаеш стаць, ёсць тое, што ты робіш. Бог, у якога мы верым, Бог справядлівасці. Немагчыма пазбегнуць пакарання таму чалавеку, які патрабавальны да іншых і паблажлівы да сябе. Суд Божы нагоніць такога. Павел перакананы, што жорсткае і неміласэрнае сэрца будзе пакарана. Але чаму Бог марудзіць і не выконвае свой прысуд? Ён спадзяецца, што яго дабрыня, ласка і доўгацярпенне прывядуць кожнага з нас да пакаяння. Божы суд праведны. Апостал кажа, што публічны суд над людзьмі будзе адбывацца на падставе спраў. Ствараецца няслушнае ўяўленне, што раз судзіць будуць па справах, то справамі ратуецца чалавек. Насамрэч, добрыя справы – вынік добрага сэрца, злыя – злога. Нашы справы – лакмусавая паперка веры. Христос у нагорнай пропаведзі менавіта справы назваў святлом для навакольных людзей. Сэрца – крыніца, з яго ўсе нашы злыя ці добрыя маршруты. Думка Паўла ў тым, што Бог паступіць праведна з кожным. Мяне натхняюць справы, асабліва ў жыцці хрысціян. Не меней натхняюць справы ў жыцці няверуючых людзей. Як піша Якаў, і тое, і іншае ад Бога. Бог дае ўсё, каб яно да яго вярталася. Таму самы дакладны матыў і вынік нашых слоў і спраў праславіць Бога. Нядаўна да нас прыехала адна знаёмая сям'я, муж і жонка. Сябруем. Час ад часу сустракаемся. У гэты раз яны прывезлі хлеб, які ў Маларыцкім раёне называюць грачаная баба. Традыцыя яго выраба занесена ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі у якасці нематэрыяльнай праявы творчасці чалавека. Навошта яны прыехалі? Проста жадалі парадаваць нашу сям'ю. Пераадолелі немалую адлегласць. Простыя рэчы важныя, яны гучней усякіх слоў. Не так даўно супрацоўнікі трансусветнага радыё правялі некалькі гадзінаў у горадзе Пружаны. Мясцовая царква арганізавала сустрэчу з людзьмі. Якія слаба бачаць, зусім не бачаць, інваліды. Мы ўдзельнічалі ў служэнні і раздавалі людзям калонкі з хрысціянскімі перадачамі, а таксама прадуктовыя наборы. З намі была музычная група. З дарогай і мерапрыемстваў атрымаўся цэлы працоўны дзень. Свой выходны мы правялі не сем'ямі. Чаму? Хацелі прынесці трохі святла ў жыццё тых, каму цяжка і на справе паказаць хрысціянства. Адносіны гэта дарога з двухбаковым рухам. Даўно мяне і маіх сяброў запрашаў да сябе адзін чалавек. Ён жыве ў 40 кіламетрах ад нашага горада. Мы елі смачную ежу, размаўлялі, карысталіся ветлівасцю і гасціннасцю. Калі мы сыходзілі, то пачулі нечаканыя словы. Дзякуй, што вы маліліся ў нашай хаце пра нас. Я распавёў гэтыя прыклады, каб падвесці да пытання, што мы пакідаем пасля сябе. Павел упэўнены, што ад нашых мэтаў будуць залежыць нашы справы, якія вызначаць наш лёс. Чаму гэта важна? З гэтага мы пачыналі нашу гутарку. Божы суд справядлівы. Калі б мы вучыліся прымаць факты Бібліі. У Бога няма любімчыкаў. Ён не прадузяты. Разам з тым, у гэтым мы бачым і багацце мілаты. У гэтым надзея для кожнага. Неяк адзін пастар з Беларусі мне распавядаў пра свой зварот да Бога. Пачалося ўсё з велікоднага набажэнства і пропаведзі. Ён зразумеў адну простую думку. У мяне ёсць шанец. Усё ўсярэдзіне перавярнулася. Гутаркі ў ранейшай кампаніі сяброў сталі пустымі, спіртное на стале страціла каштоўнасць. Ён знайшоў вернікаў і правёў святочныя дні з імі. Так пачалося і працягваецца яго хрысціянства. Калі ў вашым жыцці бок у баку, праўда ў грабаванні, праведнасць не галоўная каштоўнасць, то ведайце, Божы суд непазбежны. Божы суд праведны, Божы суд справядлівы. Бог зазірае пад маскі. Ён бачыць гульню ў хрысціянства. Господ ведае кошт нам і нашым словам. Якія ж падказкі пакідае нам Павел? Першае. Упартае сэрца, якое асуджае іншых, мае патрэбу ў пакаянні. Другое. Добрыя справы, слава, гонар і неўміручасць, правільныя мэты. Трэцяе. Сапраўдная вернасць, паслухмянства ісціне. Бо Бог справядлівы кожны дзень.
как прикрыта пышной кроной пустота, но среди листвы зеленой нет плода. И садовник зря трудился год-другой, плод, увы, не появился золотой. Труд напрасен, дни и ночи, столько сил плод смоковница не хочет приносить. Листья, листья, вот отрада, красота, но садовнику не рада пустота. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. А садовник все решает, как же быть, ведь смоковница большая, жаль рубить. Может, станет плодоносной подождать, но приходит третья осень и опять плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Так и мы пред Богом плачем каждый раз. Не руби, Господь, не надо, не сейчас. Может, стану плодоносной, подожди. Но приходит третья осень, посмотри. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Плачет дерево, не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. Подожди еще немного, подожди. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Михаил, шалом, друзья. Шалом, друзья. Привет тебе, Дима. Я так понимаю, что мы сегодня продолжаем разговаривать о 4 чашах на пасхальном седере. И в прошлый раз мы говорили о первых 2. Это чаша кидуш, первая, и вторая – это чаша радости. Да, все верно. А сегодня мы поедем дальше. И 3 чаша, которую поднимают на пасхальном седере, называется чашей искупления. Она связана со словами «И спасу вас мышцою простертую». Получается, что она о каком-то спасении, так ведь? И помимо того, что эта чаша самая важная, она также самая известная. Ну да, все христиане по всему миру постоянно ее поднимают, даже если не подозревают о ее истоках. Ну, все верно, как бы и да. Ведь именно об этой чаше мы читаем в Евангелиях, когда Иешуа говорит, что это Новый Завет в его крови, которая проливается. Искупление – это очень важная и яркая тема. В еврейском понимании искупление зачастую ассоциируется с Песахом, классическим праздником избавления еврейского народа от египетского рабства. Неудивительно, учитывая, что второе название этого всеми любимого праздника – праздник искупления. Чаша искупления традиционно всегда символизировала кровь пасхального ягненка, спасшего израильтян от 10-й казни, гибели первенцев. Эта чаша символизировала кровь, благодаря которой первенцы были выкуплены. Эта чаша напоминает нам, как Господь искупает Израиль с простертую рукою. Иисус говорит своим ученикам, что вино в этой чаше есть кровь, кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая в оставление грехов. У пророка Иезекииля написано: «Живу я, говорит Господь, рукою крепкую и мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую и мышцею простертую и излиянием ярости». И еще там сказано, что он выведет народ в узы завета. Еврейский народ ожидал, что Всевышний пришлет Мессию для того, чтобы привести в порядок отношения народа и Всевышнего, для того, чтобы наступило время, описанное у пророка Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды Новый Завет». Еврейский народ ожидал этого искупления. И тут Иешуа во время пасхального седера, будучи ведущим, поднимает 3 чашу, чашу искупления и чашу крови ягнят, и говорит: «Также и чаша после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Иешуа буквально говорит ученикам: исполнилось время. Ныне вы узрите искупление Божие за грехи людей. Его кровь в прямом смысле слова проливается во время распятия, которое происходит во время празднования праздника Песах. Тем самым Иешуа придает празднику искупления еще более глубокий смысл. Он, то есть праздник, по-прежнему знаменует наше избавление от египетского рабства. Но, пролив за нас свою кровь, Иешуа делает для нас возможным искупление от внутреннего рабства, рабства греха, которое мешает нам познавать, любить и доверять Богу настолько, чтобы с радостью признать Его законную и полную власть в нашей жизни. 4 чаша – чаша Галиль или чаша хвалы. После этой чаши обычно много поют хвалебных песен, и даже Иешуа со своими учениками после этой чаши, мы читаем, что они, воспевшие, пошли на гору Елеонскую.
Мы поем и радуемся тому, что Израиль стал народом Всевышнего. «И приму вас в себе в народ». Мы прославляем нашего Творца за совершенный выход из египетского рабства тогда, давно в древности, за то, что Он провел нас через Красное море, ввел нас в землю обетования, Он подарил нам эту землю. Мы прославляем Его за завершенное наше искупление на Голгофе и за наше освобождение от греха в настоящем. Но еще мы надеемся на будущее искупление и полное освобождение от греха. Спасибо, Михаил, за яркую историю и яркие образы. Вы слушали еврейскую программу «Лариеха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч. הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה. קומה אדוני,
הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך, קומה אדוני. Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра мора Герадота. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Некалькі слоў пра асобу Герадота і яго літаратурную спадчыну. Герадот – гэта бацька гісторыі. Ну, прынамсі, сучасныя гісторыкі так усе яго называюць. Гэта грэк, які жыў у 5 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага, які стварыў першую ў свеце навуковую манаграфію па гісторыі. Яна так і называецца «Гісторыя», і часам называюць «Гісторыя Герадота». На сённяшні момант мы ведаем 9 частак ці 9 тамоў гэтай гісторыі, і ён апісвае грэка-персідскія войны, ён апісвае гісторыю Месапатаміі, Егіпту, ён паказвае тыя народы, якія былі ягонымі сучаснікамі. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца таксама і географам, таму што робіць геаграфічнае апісанне той часткі зямлі, пра якую ён нешта ведаў. Ці ўзгадваў Герадот пра Беларусь? Так, вось гэта вельмі цікавы момант. Навукоўцы пішуць, што гэта першая дакладна вядомая гістарычная крыніца, якая дайшла да нас, дзе ўзгадваецца тэрыторыя сучаснай Беларусі. Ён узгадвае племя будзінаў, якое размяшчалася на тэрыторыі прыкладна каля сучасных рэк Прыпяць, Гарынь, вось там лакалізуюць гэта племя. Таму так ён апісвае тэрыторыю Беларусі. Ён штосьці пісаў пра беларускае мора? Вось гэта самы цікавы такі момант. Ён піша, што вось на той тэрыторыі даволі вялікай, даволі значнай, якая сёння размешчана на тэрыторыі Беларусі, Украіны, часткова Расіі і Польшчы нават, было вялікае мора. І што гэта тэрыторыя, яна цалкам ці часткова затоплена вадой, што там ёсць таксама вялікія балоты. Гэту тэрыторыю ён вось назваў морам. Ну, гісторыкі, якія прачыталі вось гэты 4-ы том ягонай гісторыі, яны назвалі тэрыторыю на краі Айкумены, вядомай часткі сушы, морам Герадота. Таму сёння мы можам сказаць, што Герадот не проста апісваў тэрыторыю Беларусі, ён адкрыў нашым першае мора Герадота. Цікава, вось мора Герадота на сучаснай мапе Беларусі. Будзе складана дакладна яго лакалізаваць, але калі мы паглядзім больш пільна і будзем апісваць гэтую тэрыторыю з гледзяча геаграфіі, то можна сказаць, што гэта безумоўна паабапал ракі Прыпяць, таксама з усімі яе прытокамі. Гэта дзесьці тэрыторыя паводле плошчы сваёй, як сучасныя навукоўцы кажуць, 270 тысячаў квадратных кіламетраў. Ну, гэта фактычна тэрыторыя большая за сучасную Рэспубліку Беларусь. Таму вось лакалізуюць так. Вось ад Бранскай вобласці Расіі, Чарнігаўская вобласць Украіны, Гомельская, Берасцейская вобласць нашы, пазней Кіеўшчына, вось Жытоміршчына, Валынская вобласць Украіны і вось Падляскае ваяводства і частка Люблінскае ваяводства Польшчы. Вось гэта тэрыторыя, дзе размяшчалася мора Герадота. Ну, это даволі прыблізна. Некалькі слоў пра нашы турыстычныя маршруты. І на сённяшні дзень мора Герадота яно з'яўляецца такім прывабным брэндам. Пішуць пра гэта розныя турыстычныя кампаніі, якія займаюцца такім турызмам экалагічным, таму што вось гэта экасістэма. У нас створаны нацыянальны парк Прыпяцкіх, у нас ёсць альманскія балоты. Каб прывабіць турыстаў, безумоўна, пішуць пра вось гэта мора Герадота. Хоць з іншага боку, археолагі кажуць,
кажуць, што знаходзяць на беларускім Палессі караблі, якія датуюцца 2,5 тысячы год таму. І яно паказвае, наколькі блізка Герадот стаяў да праўды. Магло быць водная сістэма і маглі там быць караблі яшчэ ў старажытнасці. Таму турысты туды прыязджаюць і ходзяць вось гэтымі сцежкамі. Як, на ваш погляд, можна выкарыстаць гэты бренд сёння? Сама назва «Мора Герадота». Гэта мы павінны сказаць, што Мора Герадота, яно не проста нейкі там, фантом такі, як Атлантыду. Выдумалі, дзе яна была, ці была яна ўвогуле, ці не, невядома. На сённяшні момант мы можам сказаць, дакладна, вось гэта экасістэма, яна была запоўнена вадой. І запоўнена вадой хіба што ў тыя часы, пра якія пісаў Герадот. То бок ёсць гістарычны падморак. Археолагі дадаюць да гэтага. Яны кажуць, што вось знаходзілі ў 19 стагоддзі, знаходзілі ў 20 стагоддзі вось нейкія рэшткі гэтых караблёў ці суднаў нейкіх. Таксама мы можам сказаць, што Беларусь, ў нейкім сэнсе беларускія землі былі вядомыя яшчэ ў час элінскай цывілізацыі. То бок тут, можа быць, тут плавалі грэкі. То бок гэта пашырае вядомасць Беларусі. Увогуле, калі мы будзем гэта казаць, пра гэта раскручваць, гэта з аднаго боку. А з іншага боку мы павінны сказаць, што калі будзе развівацца турызм у Беларусі, то гэты турызм ён непасрэдна будзе датычыцца сувязяў з іншымі краінамі. Таму прывабіць турыстаў у гэтыя мясціны з такой даўняй гісторыі мы можам даволі так значна. Таму актуальнасць яго безумоўна ёсць. І плюс, канешне, Беларусь і грэкі. Па-грэцку напісаны новы запавет. Вось грэцкая мова, і калі сапраўды тут вось заплывалі сюды грэкі і так далей, то мы можам казаць і пра такую вот гісторыю, як, напрыклад, у Арменіі там вось гара Арарат ёсць, там нешта вось пра біблійныя часы. І турыстычны аб'ект, і адначасова яно вось ёсць такім вельмі важным духоўным цэнтрам. Таму мы можам з розных бакоў, гэта трэба прадумаць, але сам бренд, мне здаецца, на сённяшні момант ён такі даволі актуальны, і актуальнасць яго з цягам часу будзе не памяншацца, але з майго гледзяшча ўзрастаць. Цыцэрон называў Герадота Галікарнаскага бацькам гісторыі. Першае ўзгадванне пра беларускі цуд сустракаецца ў яго творах, а таму яго празвалі Герадотавым морам. Ці дарэмна? За шчодра рассыпаныя рэкі, азёры і балота сёння нашу краіну называюць сінявокай прыгажуняй. Усё дзякуючы унікальным мясцінам. Водныя багацці прыцягваюць турыстаў са ўсяго свету. Фантомнае беларускае мора з'яўляецца падчас разліву Прыпяці, правага прытоку Дняпра даўжынёй 500 кіламетраў і ператварае Беларусь у Амазонію. Аднойчы мне пашчасціла сям'ёй прайсціся экасцежкай па альманскім балотам. Уражанні незабыўныя, а фотаздымкі неверагодныя. У Беларусі ёсць шмат цікавых і непаўторных лакацый, не абавязкова водных. Галоўнае не сядзець дома, быць лёгкімі на пад'ём, шукаць новае. У свеце столькі ўсяго цікавага. Можна пачаць з таго, што знаходзіцца на адлегласці выцягнутай рукі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Приветствуем вас, дорогие ценители Божьей истины! Сегодня мы как раз будем говорить об истине и заблуждениях. Если бы дьявол приходил к человеку в своем истинном обличии и говорил ему: «Иди за мной в ад, где ты будешь вечно страдать», едва ли бы многие пошли бы за ним. Поэтому сатана изощряется во лжи и назван ее отцом. Опутать, увлечь, обмануть – вот его стратегия. Как рыба-удильщик в морских глубинах привлекает светом своего фонарика других рыбешек, так он поступает с людьми. Не зная, каков настоящий свет, они идут на тот, что может быть похож на него, но это ловушка дьявола. Чтобы не попасть в такую ловушку, нам нужно знать истину и ценить ее. Об этом говорят 3 коротких, идущих одна за другой книги Нового Завета – 2 и 3 послание апостола Иоанна, а также послание Иуды. Три короткие, скромные книги, 2 и 3 послание Иоанна, а также послание Иуды поднимают важную тему. Все 3 объединены одной основополагающей идеей. Эта идея – истина. Все 3 книги говорят об истине. 2 послание Иоанна говорит о том, как важна истина. 3 послание Иоанна иллюстрирует один из плодов хождения в истине, а послание Иуды, напротив, показывает, что происходит, когда люди уходят от истины. Наше время – это время относительности. Его называют эпохой постмодернизма. Повсюду распространено убеждение, что в вопросах морали абсолютной истины не существует. Путешествовать стало более или менее дешево, и люди, попадая в разные страны, сталкиваются с другими культурами, другими ценностями, другими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Появилось множество мигрантов, которые, переезжая в другие страны, несут свои убеждения, свои понятия, и эти понятия часто не совпадают с теми, которые приняты в этих странах. Какой вывод из этого сделали люди? Они сделали вывод, что мы видим мир по-разному. У нас разные мировоззрения, разное восприятие. То, что для одного черное, для другого белое. Один и тот же поступок для одного добро, для другого зло. И что с этим делать? Пытаясь навязать другим свое представление об истине, люди развязали 2 кровопролитнейшие мировые войны, в которых погибли десятки миллионов человек. И при этом никто никому ничего не доказал. Что же делать с нашими разными взглядами, с разным пониманием? Человечество пришло к выводу, что лучше оставить все как есть. Пусть будет так, как хотят жители этой страны, города, деревни, семьи. Главное, чтобы мы не навязывали друг другу своих представлений. Давайте жить дружно, давайте будем толерантными. Именно толерантность стала главной ценностью нашего времени. И та же идеология проникла в христианство. Вот небольшой пример из области статистики.
В 1960-х годах 65% американцев говорили, что верят в истинность Библии. Сегодня этот показатель снизился до 32%, более чем в 2 раза. Еще более драматично то, что сегодня 67% американцев отрицают само понятие истины. 70% утверждают, что не существует моральных абсолютов. По телевидению показывают представителей разных конфессий, которые проявляют друг к другу всяческое уважение. Священники обнимаются с муллами, пасторы приветствуют раввинов, словно дорогих братьев. Евангельские верующие пересылают друг другу в соцсетях вот такие стишки. Католик, православный, баптист, пятидесятник, кто в христианстве главный, кто первый, кто десятый, поставлены границы, все спорят, где же лучше, поститься и молиться, где правильнее учат, нам задают вопросы о вере, о спасении, а во Христе все просто, одно Он дал учение, сказал одно «любите» и ближнему служите, любовь всему основа, вот благодати слова. Это подкупает. Это кажется правильным. Но, друзья, за всем этим стоит все то же убеждение – истины не существует. А если и существует, то она недостижима или не важна. Поиски истины, ее защита ведут к вражде, а не к любви. «Зачем нам такая истина?» – спрашивает современный верующий. Раньше христиане отдавали жизнь за свои убеждения. Движение анабаптистов, которые отстаивали крещение по вере, практически полностью уничтожили. У наших братьев в дореволюционной России отбирали детей, самих либо убивали, либо ссылали, а теперь все это вдруг стало неважным. Теперь ценности стали другими. Думаю, в наше время апостолы Иоанн и Иуда были бы не в чести, потому что они выступают за истину. Они утверждают, что истина существует, и она очень важна, и ее нужно хранить, и за ее нужно бороться. Известный пастор Джон МакАртур сравнил состояние нынешних верующих с больными СПИДом, синдромом приобретенного иммунодефицита. Знаете ли вы, друзья, что никто не умирает от СПИДа? Этот вирус не убивает. Он лишь разрушает иммунную систему, защитную функцию организма. В результате человек перестает сопротивляться инфекциям и может умереть от любой из 1000 болезней, с которыми раньше легко бы справился. Если мы не утверждаемся в истине, то становимся уязвимыми для самых разных лжеучений, и любое из них может нас погубить. Апостол Павел назвал церковь столпом и утверждением истины. В Библии Бог – это Бог истины. Христос сказал о себе «Я есть истина». Апостол Иоанн смотрел и видел, как церковь наполняется мирскими взглядами, как истина теряет ценность, как верующие начинают считать, что неважно, во что человек верит, лишь бы был хороший. И любимый ученик Спасителя не мог с этим смириться. Мы приняли истину. Бог поручил нам ее, и мы должны сохранить и передать ее дальше. Дьявол – отец лжи. Все люди в его царстве отвергают истину. Но мы – дети Небесного Отца, Бога истинного. Впрочем, так было и раньше. Пророки часто обличали в лживости своих противников, лжеучителей. Иеремия писал: «Они не говорят истины». Осия: «Они приучили себя ко лжи». Пророк Исаия: «Нет в них истины». В Новом Завете Павел говорил о своих противниках: «Они противятся истине», то есть не мне, Павлу, а истине. В 1 главе Римлянам он пишет: «Они заменили истину Божию ложью». И так далее. Снова и снова Писание провозглашает:
истину и ее важность. Что может разрушить заблуждение? Только истина. И моя главная обязанность как проповедника изложена во втором послании Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Но перейдем к нашим книгам. Итак, второе послание Иоанна, первые 2 стиха. «Старец, избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». В первом же предложении слово «истина» встречается целых 3 раза. Вот альтернативный перевод Кулаковых. «Старец, Богом избранной госпоже и детям ее, я люблю всех вас, пребывающих в истине. И не только я, но и все, познавшие истину. Мы любим вас, побуждаемые к этому истиной, которая в нас пребывает и будет с нами вовеки». Уже из этого вступительного текста видно многое. Во-первых, что существует истина. Во-вторых, что истину можно познать. И в-третьих, что истина побуждает к любви. Кстати, о любви. Некоторые считают, что нам нужно выбирать между истиной и любовью. Либо то, либо другое. Но в том-то и дело, что любовь без истины невозможна. Как-то раз меня пригласили на слет работников христианских лагерей. Там были представители самых разных конфессий. И все понимали, что есть разномыслие, и все старались быть толерантными, терпимыми, говорили преимущественно о любви. Но очень скоро стало понятно, что если нет духовного единства, если нет согласия в важных вопросах, то и настоящей любви не будет. Напряженность все время висела в воздухе. Я побывал на этом слете только 1 раз, а мои знакомые братья часто туда ездили. Результат, конечно, отрицательный. Во-первых, они там в конце концов перессорились, и все это прекратилось, а во-вторых, они набрались там нехорошего. Принесли это нехорошее в свою церковь. Молодежные встречи превратились в такие тусовки, можно сказать, с глупыми конкурсами, клоуничанием, совершенно бездуховные. К счастью, сейчас положение в этой церкви намного лучше, я с радостью за этим наблюдаю. Дальше Иоанн пишет: «Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Мы видим еще несколько важных уроков. Ходить в истине – это не просто наше решение, это заповедь от Отца. Бог хочет, чтобы мы ходили в истине. Такова Его воля. Если мы не ходим в истине, если одобрительно относимся к заблуждениям, то нарушаем Божью заповедь. И обратите внимание на реакцию Иоанна, когда он познакомился с верующими, которые ходят в истине. Он весьма обрадовался. Это показывает, как серьезно относился апостол к этому предмету. 7 стих. «Ибо многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек – обольститель и антихрист». Во времена Иоанна было распространено гностическое учение, что Иисус пришел не в теле, а в бестелесной форме, как призрак. Казалось бы, неужели это так важно? В теле, вне тела, какая разница? Но Иоанн называет таких людей обольстителями и антихристами. В наше время таких лжеучений нет. Зато есть другие, которые искажают учение о спасении, о церкви, о Писании, о Святом Духе. И наше отношение должно быть серьезным и строгим. Вывод, который делает Иоанн в этом послании: всякий, приступающий учение Христа, не пребывающий в нем, не имеет Бога.
Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Очень строго, не правда ли? Как не похоже это на толерантное, соглашательское отношение многих современных верующих. Почему оно у них такое? Потому что они ориентируются на мир, на его ценности, а не на Священное Писание. А Библия занимает бескомпромиссную позицию в отношении истины и заблуждений. Перейдем теперь к третьему посланию Иоанна. Это послание также посвящено истине. Вот первые стихи. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю по истине». «Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Тот же язык и та же радость об истине. Хочется обратить внимание на 4 стих. Его часто вспоминают родители. Если дети верующие, то это действительно самая большая радость, что дети мои ходят в истине. Но Иоанн пишет о другом. Он имеет в виду не физических детей, а верующих, христиан. Для него самая большая радость – знать, что верующие хранят истину. Я смотрю на многие церкви и должен признаться, такой радости не имею. Нет, конечно же, есть ходящие в истине и хранящие истину, но также есть множество беспечных, которые не ценят истину и не думают о ней. А теперь обратимся к особенностям этого послания. Иоанн пишет возлюбленному Гаю. Это христианин, о котором мы знаем только то, что он ходил в истине и принимал странников. 5 стих. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». В те времена по церквам ходили странствующие проповедники. Они приходили, останавливались, проповедовали некоторое время, а затем двигались дальше. И Гай принимал таких проповедников у себя. Иоанн хвалит его и пишет: «Мы должны принимать таковых, чтобы соделаться с поспешниками истине». Помогая таким проповедникам, Гай способствовал распространению и утверждению истины. Они несли истину в своем учении. Это также призыв для нас, друзья. Если мы сами не имеем дара проповедника и не можем провозглашать истину, то должны помогать тем, кто это делает. Как? Поддерживать их материально, молиться за них, принимать их в свои дома, если они путешествуют, поощрять других слушать этих проповедников. В противовес Гаю Иоанн упоминает Диатрефа, который сам не принимал странствующих проповедников и запрещал тем, кто хотел их принимать, и даже прогонял этих людей из церкви. Для этого человека главным был не вопрос истины, а вопрос собственного первенства. Видимо, он считал странствующих проповедников угрозой своему авторитету. Возможно, он думал, что так в церкви будет больше порядка. Но в результате там стало больше диктатуры и человеческого управления. По-настоящему больше порядка будет в той церкви, где проповедуется, утверждается и защищается истина. Ведь именно истина делает нас одновременно свободными и послушными. Церковь, ходящая в истине, будет церковью благополучной во всех отношениях. И последнее сегодня, 3, послание Иуды. Суть этого послания изложена в 3 стихе. Апостол Иуда пишет: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым». Слово «вера» в этом тексте – синоним слова «истина». Иуда имеет в виду вероучение.
Вот как этот текст передан в переводе Российского библейского общества. «Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру, что была раз и навсегда передана святому народу Божьему». Что мы здесь видим? Во-первых, что Иуда очень серьезно относился к вопросам вероучения. Ему хотелось писать о спасении. Тут я его понимаю. Учение о спасении самое радостное и утешительное. Я бы тоже так хотел. Но возникла проблема, которая отодвинула на второй план даже такое важное дело, как Евангелие. Опасности подверглась истина. И это второе важное наблюдение. Иуда призывает читателей подвязаться, то есть бороться или даже сражаться за истину. И далее в длинном списке Иуда представляет описание наших врагов, противников истины, которые разрушают верное учение в церквах. Бросается в глаза красочное описание этих лжеучителей. Складывается ощущение, что это даже не люди, а какие-то чудовища. «Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Они оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти, идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, ропотники ничем недовольные. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Это ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Такое чувство, что они на людей не похожи. Но, скорее всего, в реальности они выглядели очень даже привлекательно. Иуда говорил об их внутреннем, невидимом образе. А если бы они были страшными снаружи, то вряд ли бы за ними кто пошел. Вспоминается другой Иуда, Искариот. И Иисус назвал его сыном погибели и даже дьяволом. Но никто из учеников и не подозревал, что речь идет именно о казначее 12. И вот теперь его тезка, брат Иисуса Христа, такими же нелестными титулами одаряет лжеучителей, показывая, насколько они опасны. И заключительный призыв этого послания. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Чтобы не пострадать от разрушительной деятельности отступников, нам нужно назидать себя в вере, то есть утверждаться в истине. Итак, все эти три послания, 2 Иоанна, 3 Иоанна и послание Иуды, показывают, как важна истина и какими серьезными последствиями грозит отступление от нее. Поэтому нам обязательно нужно знать истину, ценить истину, хранить истину, любить истину и сражаться за истину. В заключение 2 цитаты. Первая – Эдриана Роджерса. Это пастор и писатель, автор 18 книг, троекратный президент Южной Баптистской конвенции. В его церкви под конец его жизни было 29 тысяч членов. Ему принадлежит много ярких цитат, и вот одна из них. «Лучше быть разделенными истиной, чем объединенными заблуждением. Лучше говорить истину, которая ранит, а потом исцеляет, чем ложь, которая утешает, а потом убивает. Лучше быть ненавидимым за истину, чем любимым за ложь.
Лучше быть одному с истиной, чем быть с ложью и со множеством. Лучше преуспеть с истиной потом, чем с ложью сейчас. Евангелие только одно. И вторая цитата. Автор в представлении не нуждается. Это Чарльз Спержен. Давайте дружить друг с другом. Но давайте никогда не дружить с ошибками друг друга. Если я заблуждаюсь, обличайте меня сурово. Я могу это вынести и перенесу с радостью. А если вы заблуждаетесь, ожидайте от меня такой же меры. И не миритесь со своими ошибками. Давайте все будем верны друг другу и верны Христу. И как только мы увидим заблуждение, даже если это будет лишь тень заблуждения, давайте искореним ее, изгоним от себя, чтобы она не поразила всего и не внесла проказу во все тело Церкви. За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним, дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед, жара боя страшно пламя, и колеблются места, поднимите выше знамя победителя Христа, дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед, в мире жизни равнодушной наш Христос пренебрежен, постоим единодушно за Его святой закон, дружной, радостной семьёю, как один Его народ, одним сердцем и душою за Христом вперед, вперед. Давайте последуем призыву, который апостол Павел обратил к Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Станем дорожить священным писанием, позволим Духу Святому направить нас в нужном направлении, будем укрепляться в Боге. Тогда истина обязательно начнет действовать в нашем сердце. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. Наш адрес электронной почты rmtwr.by@gmail.com. Звоните в будние дни с 10 часов до 18. Код страны 8 10 375. Код города 162. Телефон 32 10 68. До новых встреч!